Не едете вот сюда, это же вот они говорят, вы тоже крымские татары, вот вы же, я говорю, чего вы не едете? Ну, вот они там вот живет. Терджемане в газете пишется, как ребята, татарский учитель, татар-балларов в татарской школе учились только татарские мальчики. И они поехали в Бахчисарай. Там их встретил Мустафа Давидович, тогда он был городским головой Бахчисарая. И они вот с вокзала до Ханского дворца шли с духовым оркестром. И на площади Ханского дворца они, значит, играли татарские мелодии, и все жители окрестностей собрались и слушали. А потом несколько дней жили в имении у Саида Булгакова. Кокос, по-моему, вот его имение, и там они несколько дней жили. Исмаил Мурза Мухтизаде, вот он, в частности, выкупил участок для Симферопольской татарской, чтобы расширить территорию учебной заведения. И Саид Булгаков тоже был, потому что при Симферопольской татарской учительской школе был духовой оркестр. Вот благодаря Исаид Бею Булгакову был создан татарский оркестр, где ребята играли, какие бы мероприятия ни были в городе Симферополе, то приглашали именно этот оркестр, духовой оркестр. Позже мусульманские благотворительные общества были созданы также в городах. Я уже говорила, благотворительные общества были созданы в Евпатории, Бахчисарае, Карасу-Базаре, Сарай-Мине, которые, по примеру Симферополя, тоже открыли Мектебе-Руштие. Какая задача была Мектебе-Руштие? Они должны были готовить преподавателей для татарских школ, чтобы преподавать на крымско-татарском языке. Если в Симферопольской татарской учительской школе готовили только на русском языке, и они должны были готовить в русско-татарских министерских училищах, то эти ребята должны были учиться. Но там учились и мальчики, и девочки в Мектебе-Руштие. Далее, значит, но уже тогда, значит, Мектебе был учительский корпус для начальных новометодных учебных заведений крымских татар и подготовка абитуриентов для государственных средних школ и конфессиональных медресе и так далее. И они могли поступать в высшие учебные заведения в городах России и даже за рубежом. Но, к сожалению, вот, эти учебные заведения Мектебе-Руштие, они существовали недолго. Вот, в частности, в Карасу-Базаре, в Мектебе-Руштие, благотворительное общество возглавлял Решит Медиев. И под его руководством было создано и Мектебе-Руштие. В Джанкое тоже были созданы общества и Мектебе. Но, к сожалению, несмотря на усилия всех представителей крымских татар, сохранить эти учебные заведения не удалось. Они были закрыты в 1910 году по инициативе и настойчивости директора Маргаритова. Маргаритов был такой. И инспектор народных училищ Симферопольского района Хасабов. Вот они все сделали для того, чтобы как бы закрыть эти учебные заведения, видя в них какую-то негативную сторону. Потому что, вот, в частности, вот, Маргаритов и Хасабов, они были заинтересованы сохранить вот Мектебе, вот эти старые методные, неразвитые и так далее. И всячески мешали развитию вот национальных учебных заведений. Гаспринский, вы знаете, он был основоположником введения новометодного обучения, джадидизма. Он первую новометодную школу создал в Симферополе,
ой, извините, в Бахчисарае, и оно было, оно было как бы показным. Потом Кайтазов, да, продолжил эту инициативу и так далее. Вот. Но были и противники создания новометодных школ, которые всячески наговаривали на Гаспринского. Ну и, честно говоря, Гаспринского не очень-то поддерживали представители татарского населения. Тоже, вот, например, Гаспринский говорил, что все-таки надо изучать свой родной язык. Он, вы знаете, Гаспринский был глубоко верующим человеком, он не был против изучения и мусульманского вероучения, но он и говорил, что нужно изучать и русский язык. Джаиль болса легко будет нами управлять, поэтому нужно изучать русский язык. Вы знаете, Симферопольскую татарскую учительскую школу, сколько тоже было противников, даже вот я встречаюсь и сейчас, в материалах 20-го года, даже 20-х годов, когда говорили, вот, Симферопольская татарская учительская школа там обучала русских и так далее. А ведь вот второе поколение, я считаю, первое поколение Исмаил Гаспринский, Муфтизаде, а второе поколение крымско-татарской интеллигенции, национальной элиты составляли именно выпускники Симферопольской татарской учительской школы. Именно оттуда продолжали свое образование. Вот я сейчас говорила, Усеин Баданинский, вот, Исмаил Лиман.